Это что, тузик врубается, что без него идут гулять? Ну ладно, Валерий Батькович, что у нас? Рыбу за сутки что попало. Возьмем, сети почистим, дай. Скоро домой пора. Усталость, честно сказать, накопилась, 10 дней. А дождик ночью был, что ли, вот это, в каплях елка. В каплях воды елка. Шапку снял, жарко стало. Вверху ветерок, будь здоров, шумит. Внизу леса так себе, лягусенький ветерочек. А вверху шумит и качается, будь здоров. Сетки, надеюсь, сумеем отработать. Будет сбивать ветерочек, будь здоров. Угонит еще куда-нибудь. На кусты с сетями. Это будет хреново. Смотри, Валерий, там на елке чудо-юдо висит. На гнездо похоже? Гнездо. А интересно, такое здоровое, кто тут у нас может быть? Ворон так низко разве делает? Ворон нет, а вот ворона может. Ворона? Да. Я в Вашгороде видел целые поселения таких гнезд. Она на перспективу, на молодой елочке. Ну, Бог знает, чья может. Много трудолюбия надо, чтобы такую дуру, такое Да. большое Вот гнездо. это случай не скажешь, что воробей сделал. У него на Кости, дяди Кости, это, вроде похожие гнезда были там на пихте. Вот я забыл, 2 или 3 гнезда сорочьих были. Сорочьи. Да, сорочьи. И он с ними чуть ли не дружбу водил. Одного Яшей, что ли, назвал. Как это, еду принесет, там насыпет, Яшка, тот слетает. Ни хрена себе. А остальные опасались, а этот Яш какой-то, наверное, дружелюбный был больно. Ну, врубился, что его с ним дружат. Ну, гнезда у них там поменьше у сорок-то. Такие же величиной. Да. Но, ладно. Что она под ногами мешаете? Хоть одну да уберу. Во, красота. Только через одну перепрыгиваю. Вода падает. Лодка полностью обсохла. Я частично в воде оставлял. Мы сейчас к краю посмотрим, что тут попало или нет. Метра 3 к краю берега, где мелководье, ничего не попало. Ну, поедем туда. Так, ночью дождь был. Сейчас эту воду вылью. Так, ну воды в принципе не так много, но мочиться неохота. Выливайся. Как-то так. Ну чё, поехали. Ух ты, блин. Что не хочешь? Давай. Да. И темно так при дожде стало. Такие сумерки темные. Ветер сдувает. Ну-ка мы проверим, что-то тут есть или нету. Что-то белеет. Так, как мне бороться с этим ветром? Ну, благослови ты встреч. Ни хрена себе. Это что, за куда упало? Так, тут чуть погуще пошла. Не, тут окуни.
так сказать, на спуск воды рыба не с краю, а посередине спускается. Тут вон посередине попало. О, ни хрена себе. На часы меня ветер нагнал. Ветер временами будет, будь здоров. Ну, бывало побольше, но не знаю, когда это будет. Как ветер будет. Бывало и покруче, но в принципе тоже все. Ау, ты там. Ау. Ладно. Кусаются редиски. Ой, как и взять-то. О! До крови мне окунь пробил палец. Верхний есть и такого. Есть вообще-то. С данного болота при падении воды несколько прозевали спуск. И спускается рыба по центру. По краям берегов, где мелкота вообще нету. Все зубастые. Да. Зубастые. Зубастые. Да-да. Так, тоже шиповник придется опять варежки натягивать. Ау! Я думал, это колется этот окунь, а это шиповник колется. Я за кончик ухватить. Ну, для этих целей у меня тоже перчатки есть. Ух ты. Окунята здоровые. Ну, эти ребята цепляются всем, чем могут. Ух, ой-ой. Целая куча. Да, куча мала. Да. В принципе, в одном мешке, но зубами головой нацепляла выше головы. А покушать не хочешь? Хочу, сейчас Давай кушать лучше будем. да, Да, перекус сделай. а реально. Хочу сказать, у нас по правилам 30 сантиметров можно вылавливать. Тут 40-то нету, но 35 минимум. Обед. Вася, вот этой камерой, что я снимаю, ничего не напоминает? Ничего. Это твоя камера, это, которую я тебе давал, блин. Ну что с твоей стало? Утопил, бляха-муха. От берега собирался отправляться, я еще не залез. Одну ногу занес, ветер, порыв ветра дунул, у меня лодкой стала из-под ног уходить, а на треноге у меня в лодке стояла эта самая кинокамера. Ну, я, чтобы не упасть резко вниз в лодку, дернулся, лодка покачнулась, дядя Валера закричал: «А-а-а!» Я оглядываюсь, у меня вот этот конец монопода торчит. Из воды? Из воды. Он не успел просто утонуть, блин. Я его схватил, выдернул, аккумулятор сразу снял, воду вылил, что там вылилось. Сейчас буду неделю сушить. Надеюсь, заработает. Один раз так уже было, заработало. Главное вовремя сразу аккумулятор снять и неделю сушить. Неделю не пытаться ее включать. Абсолютно, ты чё? Я даже подходить не буду, блин. Это вот в утоплении телефона, вообще техники
Самая большая ошибка, это ее пытаются включить. И когда ее пытаются включить, она именно в те моменты сгорает. А Да. так, если высохнет, то может повезти еще. В прошлый раз мне повезло. На самый верхний гвоздик вешай, пока это 2 дня в избе там Да, свет да, уже да, да, посохнет. Так что у тебя должность оператора снимаем, я у тебя забираю камеру. Ну, На этой камере все, что можно будет, сломалось. Монитор на одном это самое держится, может упасть. Но снимает. это самое главное, что снимать. А то обидно как-то раз и рыбалка началась и все прекратилось. Ну что, Валерий Батькович, у нас с рыбой не совсем удачно. Пойду посмотрю, как Вася ловит. Через болото ходить надоело. Попробую обойтись без болота другой дорогой. Тем более ручей упал. Ни хрена себе. По такой кривой я перейду. Ну, благословите встречи. Мама, я керу. О! Не качаться. Ни хрена себе. Шуточки. Все качается. Так, перейти я перешел. Почти. Гад. Блин. Кусты мешают. Ну что, дошел? Так. Палки оставляю. Ой. Шкура скользит. Ну что, относительно сухо. Так, осталось дойти до сухого леса. О, красота по сухому лесу. О, блин, ветровалы, мать их за ногу. Людям дали ветровал использовать. Кто бы нам помог бороться с ветровалами? Ох, не дай бог, он там еще мощнее. Елки-моталки. Рябчики по дороге порхают. Ну, чего замер? Хохолок поднял. Суровый давай. Давай, давай. На солнце, что ли, пригрелся? Шт! Пупсик! Брысь! Так, похоже, самка. Это их поведение такое. Даже на брысь не обиделась. Вот здесь пошла.